Китайская разведка заставляет турок-уйгуров в Турции шпионить против турок-уйгуров, которых они якобы считают опасными, угрожая их семьям. В парикмахерской, принадлежащей уйгурским туркам в Зейтин-Бурну в Стамбуле, уйгурский турок-подросток был пойман фотографирующим магазин без разрешения. В телефоне подростка были обнаружены записи разговоров с сотрудниками китайской разведки через WhatsApp и их приказы. Молодой турок-уйгур признался, что стать осведомителем его вынудила китайская разведка, угрожавшая причинить вред его матери в Восточном Туркестане. 16 января Европейский суд по правам человека постановил, что Мальта не должна депортировать уйгурскую пару, проживающую в стране. Согласно сообщению газеты «Гвардиан», от 17 января в 2016 году пара уйгуров-экспатриантов приехала на Мальту и попросила убежища, но их заявление отклонили в 2017 году, после чего им пришлось несколько лет скрываться на Мальте. В 2022 году они снова подали заявление об отказе от депортации с Мальты, но 12 января 2023 года им вновь отказали. В новостях сообщалось, что власти Мальты конфисковали телефоны уйгурской пары, а также готовят их к экстрадиции в Китай в течение нескольких дней. Международная организация Human Rights Watch в своем ежегодном отчете назвала Россию и Китай худшими странами 2022 года. К такому результату привели произвольные аресты лидера Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня в отношении уйгурских турок и других тюркских общин в Восточном Туркестане, заключение в концентрационные лагеря, принудительные аборты, бесчеловечное поведение, особенно в отношении уйгурского рабского труда. Россию признали худшей страной из-за попытки вторжения президента России Владимира Путина на материковую часть Украины. Китайский режим протестовал против того, чтобы Палата представителей США не использовала термин «Китай», а вместо этого использовала только КПК, сокращение от Коммунистической партии Китая, и обвинил Соединенные Штаты в разжигании холодной войны. Комитет по отношениям с Китаем, созданный совместно членами двух партий в США, назывался Коммунистический комитет Китая. Члены Конгресса утверждали, что это было предназначено для того, чтобы выработать разные отношения к китайским властям и китайскому народу. Сообщается, что министр финансов США Джанет Йеллен и заместитель премьер-министра Китая по внешней торговле и международным экономическим связям Лю Хи договорились о дальнейшем улучшении коммуникаций по макроэкономическим и финансовым вопросам во время встречи в Цюрихе. В заявлении Министерства финансов США сообщается, что Йеллен также затронула вопросы, вызывающие беспокойство. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что вероятность того, что президент Китая Си Цзиньпинь вторгнется на Тайвань, чтобы отвлечься от своих внутренних проблем, теперь выше. Согласно сообщению Шаркуловсат, который цитирует Sky News, Джозеф Ву назвал 2027 год ключевой датой, когда, скорее всего, произойдут такие действия.